Одна из ведущих нефтяных держав пришла на рынки Республики Российского Северного Кавказа. Что будет покупать Саудовская Аравия в Ингушетии? Сегодня Владимиру Путину рассказал глава региона. Юнусбек Евкуров также отчитался о решении вопроса острова на протяжении многих лет, о помощи тем, кому нужно новое жилье. Анатолий Лазарев продолжит. Скоро они все это забудут, как страшный сон. Тот самый случай, когда переезд в радость, а не равен двум пожарам. Когда-то здесь была крыша, а чтобы не завалились оставшиеся стены, их подпирают балками. Пол в дырах. Летом через них, бывает, вползают змеи. И тем не менее, здесь живут люди. Вот сейчас идешь, и вдруг крыша на тебя упадет. Страшненько бывает. Всем страшно как-то жить. Жить-то где-то надо в любом случае. Но Маха Богатырева, например, и такому жилью была рада. Когда она с детьми сюда переехала, для них даже это было улучшением жилищных условий. Наш дом уполз, и там жить с 4 детьми невозможно было. Это как уполз? Это оползни. И Какаевы, и Богатыревы уже получили новые квартиры в Малгобеке по федеральной программе переселения. Когда закончится косметический ремонт, они, как и семья Матиевых, будут праздновать новоселье в уютных домах, построенных специально для них. 4-комнатная квартира это. Вот это наша спальня. Видите, тут все шикарно. Вот 2 санузла. Реализацию федеральных программ, а их 2, по помощи вынужденным переселенцам из Чечни и по переселению из оползневых зон, президент Путин обсудил сегодня с главой Ингушетии. Давайте начнем с переселения и переселенцев из Чечни, программа была, и из оползневых зон. Ну, потом по... Буквально, да, при вашей поддержке, спасибо большое, мы завершаем в этом году 2 эти такие программы. До конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей, это более 8 тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону, почти там 7,5-8 тысяч человек. Глава Ингушетии также доложил президенту, как в целом идут дела в республике. По итогам года ожидается рост промышленного производства на 9%. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает, и по вашему поручению Ростех на себя забирает завод энергосберегающих ламп, который должен уже начать работу к концу месяца. Глава Ингушетии также сообщил президенту, что в республику удалось привлечь и зарубежные инвестиции. Заинтересованность в импорте из России проявила Саудовская Аравия. Мы уже сегодня можем до 20 тысяч тонн яблок по году. Поставили 48 тонн меда, а так по году до 300 тонн меда. И плюс мы выходим на радиаторы, на энергосберегающие лампы. Они тоже этим заинтересовались. Для выращивания овощей, которые пойдут на экспорт в Саудовскую Аравию, в Ингушетии построят 120 гектаров современных теплиц. Анатолий Лазарев, Анна Курбатова, Екатерина Яровенко. Первый канал.